Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. 2021 год в нашей республике объявили годом здоровья. Но эта тема еще прошлой весной вышла на первые полосы СМИ и заняла главное место в разговорах людей. О здоровье, пандемии и вакцинации поговорим сегодня с нашей гостьей. Сегодня в нашей студии заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Добрый вечер, Ольга Валерьевна. Добрый вечер. Спасибо, что к нам пришли. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно прямо сейчас по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере в WhatsApp прислать сообщение, а не звонить 8 914 235 0502. Ольга Валерьевна, первый вопрос о нашумевшем постановлении главного врача. Все-таки обязательная вакцинация или массовая вакцинация? Пожалуйста, объясните по-простому. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Еще раз добрый день, Ирина. Спасибо большое компании НВК «Саха» за приглашение для того, чтобы сегодня вечером спокойно разобраться в достаточно сложных вопросах, которые сегодня действительно нашумели у нас как в городе Якутске, так и произвели шум на всей территории Российской Федерации. На всю страну. Да? Речь идет, конечно же, о постановлении главного санитарного врача по Республике Саха-Якутия Маргариты Игнатьевой, которое вышло 19 мая 2021 года. Данное постановление говорит об обязанности работодателей создать условия для массовой вакцинации работников, для которых эти работодатели являются нанимателями по найму по трудовым и гражданско-правовым договорам. Естественно, такой подход относительно вот этой вот обязанности работодателей, он и вызывает вопросы, связанные с тем, что это за действия. Это, во-первых, действия по проведению профилактических бесед, по созданию условий по термометрии. Это действия по изданию приказов, по которому в учреждении должны быть или в организации созданы все условия для того, чтобы гражданин, получив всю доступную информацию, пришел вакцинироваться. Но есть какое-то различие? То есть есть ли предприятия, сферы, где обязаны прививаться все, и сферы, где работники могут отказаться? Прививка была, есть и остается, как и любая вакцинация, добровольной прививкой. Как таковой. Это гражданин принимает решение сам, потому что это касается его здоровья. Теперь, что касается непосредственно того, что мы находимся в обществе. Да? И, естественно, мы, тех людей, у которых сегодня, например, есть метод-отводы от вакцинирования, да, мы к ним должны вообще их беречь и для них создавать вообще особые условия, чтобы они не заразились. Ну а все остальные могут защититься вакциной. Есть вирус, нужно от него защищаться. И защищаться нужно всем, независимо от того, где они находятся и где они работают. А если человек готов привиться, но выбрал для себя определенную вакцину? У нас же 2 вакцины. Выбрал определенную вакцину, допустим, а сейчас есть только «Спутник», а он хочет корона именно. Он может дождаться? Он, конечно, может дождаться любого препарата. Но относительно препаратов, вот у нас сегодня уже в республику поступили ряд новых, в том числе, препаратов. Завтра они будут разосланы непосредственно, в том числе и по районам. Они появятся и в городе Якутске. А в чем разница вакцин? Разница вакцин только в способе их доставки и в способе их хранения. Спутник, он более сложен в хранении, для него требуются холодильные установки. Все остальные вакцины, они могут храниться в иных условиях. То есть это единственная разница между вакцинами. Так это российские вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение, которые признаны, соответственно, у нас безопасными вакцинами. И поэтому выбор граждан – это, наверное, какое-то веяние, возможно, средств массовых информаций, друзей. Я слышала, например, что типа пивак корона переносится легче, чем «Спутник Ви». Мы только что перед тем, как начался эфир, беседовали, сравнивая, как перенесли вы и как перенес еще один из сотрудников у вас. Да? Вы вакцинировались одной и той же вакциной. Да? У кого-то температура поднялась, а у кого-то нет. Это особенности организма. Они от того, что это спутник или пивак, вообще никакого совершенно значения не имеет. Имеет значение только в одном. Для нас сейчас поступление пивак короны говорит о том, что у нас появится возможность быстрее доставлять до улусов без затрат, связанных с холодильным оборудованием. Все.
более никаких таких каких-то особенностей. Да. Все остальное это в основном вот навеяно, значит, мнениями разных, значит, людей, ощущениями собственными. Да. Или, ну, вот у нас же вообще коронавирус – это то заболевание, которое почему-то люди вдруг решили лечить по социальным сетям и по интернету прямо с самого начала этого заболевания. Вот даже если мы вспомним весь прошлый год, были такие ситуации, когда, значит, люди требовали: проведите мне ПЦР, или я хочу идти на КТ, шли там сами разными путями на КТ, даже тогда, когда медики в один голос говорили: что нет показаний. Не надо, вам не нужно КТ, ну, пожалуйста, не нужно, и не то, что очереди создавать нужно. Точно так же и с вакциной. Да, как бы с завтрашнего дня в республике после маркировки в учреждениях здравоохранения будут все виды, не во всех улусах, но, значит, в городе Якутске будут представлены 3 вида вакцин. Поэтому, если гражданин будет приходить, он может выбрать, но медики объяснят ровно так же, как и я. Для них они различаются лишь только способом того, что одни они достанут из холодильника, другие они достанут, значит, из коробочки в шкафу, где соответствующая температура. Ольга Валерьевна, вот в связи с этой пандемией вы очень часто появляетесь в СМИ, да? Даже вот у нас сейчас перед эфиром шли новости, там опять ваши брифинги, череда интервью, и вот сегодня вы оказались в нашей студии как раз на пике обсуждения темы массовой вакцинации. Мне интересно, как изменилась ваша жизнь в связи с возросшей публичностью? Понятно, что вы всегда были, ну, довольно давно были публичным человеком, еще с работы в парламенте и потом, но вот сейчас, когда вы каждый день... Мне тяжело, потому что когда люди меня видят, они одевают маски. Ну что, то есть вот чем отличие. Да, то есть вот как только я понимаю, что, значит, я где-то захожу в магазин или в какое-то общественное пространство, да, люди меня узнают, и, соответственно, у них сразу реакция на меня одеть маску. Я не знаю, хорошо это или плохо, но хорошо, что я вызываю такие ощущения. Наверное, значит, кто-то выздоровеет, и кто-то меньше заболеет. Слушайте, если еще у них и внутри реакция, надо идти прививаться? Я не знаю, но я, наверное, этого добьюсь в том числе. Наверное, это получится. Мы у себя провели вакцинацию, и у нас вчера и завтра придут тоже вакцинироваться. Ну, да, вообще нужно приходить прямо в организации. Наши учреждения здравоохранения готовы к тому, чтобы сегодня прививать население, готовы бригады. Ведь это же не просто так организовать, например, выезд, значит, медицинского учреждения на ту же вакцинацию. Каждая вакцинальная бригада, она состоит из доктора, который осматривает и объясняет изначально, соответственно, из сестры, из доктора, который при необходимости может оказать помощь. Да? Мы приняли такое решение, которое используют очень многие, не только страны мира, но и в России, да, это используют. Это использование мобильных пунктов вакцинации. И вот поверьте, каждый мобильный пункт у нас все проверил Роспотребнадзор со всех точек зрения, для того, чтобы он был чистый, безопасный. Люди туда заходят в бахилах. Ну и все наши поликлиники готовы, если нет желания заходить и в мобильном пункте прививаться, хотя это сделано для удобства, для доступности. Поликлиники все работают с 8 до 8. Но пандемия вообще всех мобилизовала. Мы уже почти 1,5 года живем в таком режиме. И в нашу жизнь плотно вошла дистанционка, онлайн-образование, удаленная работа. Да? Даже мы стали интервью записывать дистанционно по скайпу. То есть, а что пандемия дала положительного? Ну вот что из этого вы хотите, чтобы осталось? Вы знаете, это пандемия, я много раз это говорила, и однозначно я считаю, что это первый плюс пандемии. Мы научились работать оперативно. Наверное, пандемия сломила наш какой-то определенный такой наши чиновничьи недостатки, многие сломила пандемия. Да, потому решение нужно принимать быстро. Быстро, четко, понятно и сразу на результат. А пандемия не дала возможности рассуждать.
Вот не дала возможности там, возможно, соблюдать какие-то там пиететы, значит, ну, при непосредственно там каких-то, при проведении совещаний. Вот, Ирина, ты же тоже, да, практически год у нас была в оперативном штабе, да? Да. И вот непосредственно люди, когда я иногда обращалась, я там забывала имя, потому что я знала, что надо просто быстро дать, например, непосредственно поручение и сказать там: Гаврил, вы сегодня должны отработать, значит, с такой-то общиной по поводу того, чтобы они приняли такое-то решение. Да? Конечно, это вообще не чиновничий стиль вообще, да, как таковой. Он должен был вообще звучать другим образом, там, я вам даю такое-то поручение и так далее. И вот это вот вначале, как ты помнишь, да, во-первых, был такой немножечко шок, что это за стиль поведения, да, а он очень давал быстроту. И мы практически не растягивали наши штабы никогда, так ведь? Да. Да, мы буквально 40 минут, базовые позиции все растаяли, решение тут же есть, и оно пошло исполняться. Все, уже к вечеру мы берем результат. Поэтому вот это вот, я думаю, что это почувствовали все, да, особенно, например, по линии Министерства труда это было очень ярко выражено, да, потому что, я прям благодарна составу министерства, потому что, стиснув зубы, тяжело, да, ущерб своим семьям, но у нас не было проблем с выплатами граждан. То есть они все вовремя поступали, в срок, без всяких вопросов, на карточках у людей это оказывалось. И мне очень хочется, чтобы так были сделаны все выплаты. Но для этого, конечно же, система должна быть перестроена. Работать постоянно в режиме там нон-стопа, конечно, невозможно, но это и нереально. Но уже система, мы понимаем, что это возможно. А вот как санитарные эпидемиологические меры, которые вот мы приняли в связи с пандемией, начали мыть руки, начали носить маски, повлияли на заболеваемость другими инфекциями? Ну, у нас действительно есть сегодня очень четкая тенденция, связанная с тем, что кишечные заболевания значительно уменьшились. Тогда, когда мы планировали непосредственно койки на вторую волну, а мы их в любом случае планировали, то, соответственно, мы понимали, что вторая волна придется и будет приходиться на период, когда обычно бывает пик кишечных заболеваний. И поэтому очень долго решали вопрос, где будут находиться стационары с кишечными заболеваниями, для того, чтобы при необходимости, при каких-то сложностях можно было сразу там тоже решать эти вопросы. Но мытье рук, поверьте мне, привело к тому, что этот стационар простоял пустым. Да? То есть это говорит о том, что у нас не было тяжелых случаев. И, соответственно, и уменьшилось количество этих заболеваний. Ко всему прочему, заходя на пик ОРВИ и гриппа, мы практически его провели на достаточно таком хорошем уровне, не превышая пороги. Они где-то были в определенных муниципальных образованиях, да, немножечко в городе Якутске превышен был порог некоторое время, но маска есть маска. Она спасает от того, что передается воздушно-капельным путем. А какую-то экономию бюджетных средств дала пандемия? За Да. счет там, командировок, Да, конечно. очных Пандемия совещаний? дала экономию бюджетных средств, и она была прежде всего связана и с отсутствием проведения больших массовых мероприятий. Хотели бы или не хотели, но мы их вынуждены были, как вы знаете, отменять. Это было, безусловно, это ко всему прочему сокращение командировок, выездных отчетов, очных совещаний. Вот оперативность, она появилась 100%. То есть если раньше нужно было дождаться, пока там министр придет к тебе на совещание, а потом, когда едет обратно, да, то сейчас он подключается, может параллельно отработать по второму совещанию. Ну, то есть, это такая вот, кстати, в моем понимании это не имеет какого-то такого существенного значения. Это мы должны были достигать и ранее. Да? Я думаю, что для граждан, для многих наши услуги стали более доступными. Вот в этот период мы перестроили всю систему работы в ЗАГСе, например. Да? И я, например, очень горжусь того, что можно, например, любое свое свидетельство о рождении или документ ЗАГСа сейчас в электронном варианте получить, не выходя из дома за сутки. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос Ольге Валерьевне можно по телефону 8 41 12 42 14 39 или прислать сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. И вот два вопроса у меня поступило. Один такой: сами вы привились? Да, конечно, я привелась одна из первых, и хорошо все пережила, все нормально. Вот. Ну и я тоже сама привилась еще в феврале месяце. Да, вы помните, что у нас были определенные ограничения по вакцине, которая поступала, ну и, соответственно,
попала в категорию тех, кто мог прививаться один из первых. Вот, и вот еще один вопрос, прям медицинский, но мне кажется, вы уже можете ответить. Добрый вечер, я болела ковидом в июле 2020 года, в данный момент у меня 18,0 антитела, видимо. Мне получить вакцинацию или пока воздержаться? А получать вам вакцинацию или нет, ответит вам вакцинальный доктор. Приглашаем вас на любой наш вакцинальный участок. Только доктор определит, имеет ли смысл получать вакцину. Вообще сегодня рекомендуют непосредственно медицинские работники, если нет противопоказаний, получать вакцину по истечении 6 месяцев после значит, заболевания как такового. Некоторые доктора считают, что ее можно получить и раньше. Вы говорили, ну вот, когда мы работали в оперштабе, да, мы давали информацию об общем количестве заболевших и смертей. Потом эти данные изменились на количество обработанных тестов с начала пандемии за сутки. Вот почему общую цифру перестали озвучивать? Может, реальная цифра заставила бы людей вот, внимательнее следить? Реальная цифра озвучивается, она дальше продолжает озвучиваться, сколько выявлено по данным управления Роспотребнадзора. Она как была, так и осталась. Нет, общее за весь период количество заболевших с начала пандемии и умерших? Вы знаете, она как бы есть в открытых данных. Вот что касается умерших, почему мы перестали немного, почему приняли такое решение, их не озвучивать, и, возможно, мы к нему вернемся. В большей степени это было связано с тем, что человек может умереть в ковидном госпитале, но причина смерти может быть другая. Да? То есть сегодня есть разная кодировка смертности, в том числе, да, людей, и только после уже проведенных определенных медицинских манипуляций можно сказать, а они чуть позже происходят, чем, например, количество умерших у нас за сутки, поэтому вот здесь вот и возникает такая ситуация. Поэтому для того, чтобы не возникало у людей, они четко знают, да, особенно маленьких населенных пунктов, что есть умершие, например, 2, а мы сегодня будем молчать, промолчим, потому что мы не знаем истинную причину, а назовем это через несколько дней, это чтобы не вызывало лишних вопросов. Ну а потом это очень морально тяжело. Морально тяжело, но, может быть, наоборот, это заставило бы людей вот сейчас пойти прививаться там, более серьезно как-то. Я думаю, что практически уже возле каждой семьи в республике прошел ковид. И прошел, я думаю, что не всегда с хорошим итогом. Понимание в моем вот сегодняшнем понимании, я четко понимаю, что уже, наверное, нет семьи, в которой бы не говорили о том, что да, у меня кто-то болел или болел сосед. Уже не говорят о том, что кто-то умер. То есть это, в общем-то, то есть, по крайней мере, это очень болезненная, да, всем теперь тема. понятно, что ковид это не выдумка, как Нет, было ковид, вначале. но это точно. Вот теперь я думаю, что понятно всем. На заседании оперштаба 25 мая вы отметили, что чистыми остались 9 районов. Вот какие это районы и за счет чего там вот такая благоприятная получилась обстановка? Чистыми у нас остались в основном северные районы. И благоприятная у них обстановка является еще и потому, что они, во-первых, природно у нас оторваны, да, уже сегодня. Во-вторых, это те районы, в которых строго соблюдается и контролируется непосредственно въезд граждан. Да? И если въезд один, например, только самолетный, до сих пор продолжается встреча граждан в аэропорту. Да. И это, соответственно, и дает возможности раннего выявления в том числе. Относительно все-таки районами неподверженными большому количеству заболевших являются районы, в которых было много провакцинировано. Вот сегодня, да, можно сказать, это и Мирный, и Нерюнгри, и Алдан было много провакцинировано граждан. И, соответственно, там нет вот этого вот такого большого подъема как такового. Да? А вот те районы, которые немножечко раскачивались по вакцинации, где-то у нас не было вакцины, да? Там, соответственно, регулярно вот эти вспышки появляются. Вот вы Алдан упомянули, я ведь знаю, что вы алданская, да, конечно. С Нижнего Куранаха, если не ошибаюсь. Да. Вот. И помните, как вот в прошлом году, ровно год назад, Алдан была большая вспышка, да, закрыли на карантин. Алдан карантин. Как вы это воспринимали? Нет, я это воспринимала тяжело, это потому что, во-первых, там живет до сих пор семья моего младшего брата, безусловно, я беспокоилась за него и за его семью,
потому что мы с младшим братом остались вдвоем, и поэтому, конечно же, я очень болезненно это воспринимала, но считаю, что все действия были совершенно правильные. И сегодня вот своих земляков тоже призываю приходить на вакцинацию. У нас где-то в Алдане не было порядка 4 дней вакцины. Сейчас она вчера пришла, я надеюсь, что сегодня земляки пришли вакцинироваться. А в Якутске с прошлой недели открыли пункты вакцинации в МФЦ, в административных зданиях, в торговых центрах предлагают бесплатно, в вокзале, в аэропорту, даже в Русском драмтеатре, на улице было, по-моему, на площади Орджоникидзе, если я не ошибаюсь. Какие результаты это дало, насколько возросло количество Да, конечно, у нас, привитых, во-первых, это желающих дало прививаться? результаты. Ко всему прочему, была достаточно активная проведена информационная политика. У нас порядка 19 тысяч за прошлую неделю граждан республики, живущих в городе Якутске, было провакцинировано. И, соответственно, такие темпы неплохие мы набрали. Да, мы подводим итоги практически каждый день по каждой поликлинике. И, соответственно, исходя из этого, определяемся уже, какие еще нужно каждый вечер. Значит, какие действия нужно совершить для того, чтобы завтра, опять же, увеличить количество людей на вакцинальных пунктах. Очень много, например, сегодня вот тоже было предложение от мэра города Якутска: давайте оставим мобильные пункты на тех местах, которые вот уже определены, значит, люди к ним привыкли, да. Мобильный пункт, он и на то мобильный пункт. Но я позволила себе все-таки не согласиться с мнением мэра города Якутска, который тоже отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие. Мобильный пункт, он на то и мобильный, чтобы все-таки передвигаться по городу. У нас есть вопросы на горячую линию. Здравствуйте, республиканский эссе Халанхо. Власти хотят провести при росте заболеваемости. Как вы это объясните? Решение, Валекнинский ведь, да, да? Валекнинские решения. Действительно, как бы мы в прошлом году с вами, как вы знаете, отменили проведение, да, республиканского эссе Халанхо в Валекнинске. Значит, решение будет приниматься индивидуально по новому стандарту проведения мероприятий. Сейчас стандарт этот находится в окончательной разработке, и, соответственно, после этого мы должны все понимать, что мы должны к новым стандартам жизни привыкать. Мы не можем жить в постоянном локдауне и находиться между выбором, например, закрытия больших мероприятий, да, и другого выбора бы не было. Это был прошлый год. Сейчас выбор есть. Если мы не хотим, чтобы были закрыты наши торговые центры, чтобы не проводились наши мероприятия, мы просто должны провакцинироваться, мы должны создать эту самую Ольга Юрьевна, прослойку. у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Ага, здравствуйте. Это из Якутска, Снепцова. Скажите, пожалуйста, G2708,2 это сколько антител? Я не знаю, сколько это антител. Я не знаю, что такое G28, поверьте мне, да? Я вас очень сильно прошу дойти до вакцинального участка, до любого, их очень много у нас в республике. И доктор вам скажет, нужно ли прививаться, не нужно прививаться. Это не потому, что я не хочу этого знать, да? Это потому, что, в принципе, я не знаю, на основании какой системы вы проходили это исследование. Их несколько, везде разные есть градации. И поэтому вот ответить на этот вопрос вам смогут только доктора, когда вы придете на вакцинальный участок, задав вам вопросы, болели ли вы ковидом или не болели, в зависимости от этого. Еще один вопрос на горячую линию поступил. Я пожилой человек, в апреле переболела COVID-19 и не могу записаться к стоматологу бесплатному. Вынуждает людей идти в платные клиники, система записи через госуслуги не работает. Я разберусь, если есть такая история, я прошу дать индивидуальный номер. У нас не было проблем, мы начали плановую помощь, и, возможно, это просто какой-то сбой. Спасибо. Ольга Валерьевна, а как вы относитесь к розыгрышу призов для вакцинированных от коронавируса, который устроила городская больница номер 3? То есть призы, конечно, хорошие, там МРТ, различные анализы, но реакция людей неоднозначная. Вот я точно такой же член общества, как и все остальные. Да? И, конечно, имеем право на высказывание там, своей позиции. Отношусь к той категории людей, которая говорит о том, что ну а почему бы не получить приз за то, что я сходил и провакцинировался? Да, то есть я считаю, что, в принципе, все остальные, кто считает, что это неправильно, право на собственное мнение, ну почему бы нет?
Да, то есть как бы, ну хорошо, вот есть ваше мнение, очень хорошо. Ну вот я считаю, что я отношусь к тем, что ну хорошо, что вот в это время республиканская больница, я еще приду, провакцинируюсь, мне еще дополнительно дадут какую-то услугу. Ну я не так часто хожу в больницу. Если бы я была приписана к третьей поликлинике, да, по-моему, в РБ-3 же речь идет Да, о да. поликлинике ЕГБ. ЕГБ 3, ну, я бы с большим удовольствием воспользовалась такой возможностью одновременно все сделать. Ну, кстати, сейчас тем, кто прививается, дают выходные. Да, Вот, это было очень интересное предложение, кстати, министра труда республики Елены Волковой, которое тоже неоднозначно восприняли, но нужно сказать, что глава республики сразу его воспринял очень хорошо, и мы практически издали указ за одни сутки о том, что те, кто привился, получают право на оплаченный выходной. Да, на оплачиваемый выходной. И не один. И не один, да, вот у нас даже, я смеялась на прошлой неделе, говорю, вот от лайфхак от государственных служащих, да, такой, ну, с модными словами выражаться, да, в четверг идете на вакцинацию, то у вас четверг и пятница, длинные выходные, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Потому что некоторые поступают и так. Конечно же, руководители разруливают данные вопросы для того, чтобы не завалить там госзадания, если это работники каких-то вот таких серьезных отраслей, но это есть. Нет, ну это очень здорово. Мне даже обидно немножко, что когда я прививалась, никаких выходных не было положено. А мне не обидно, потому что ты сознательный человек, и я вот с уважением на тебя в этом вопросе смотрю. Ранее вы говорили, что отношение людей к вакцинации зависит еще и от районов. Приводили пример Алёкминск, где было все плохо с вакцинацией от гриппа. Ну, в принципе, да, и люди решились на иммунизацию только после того, как вы сами пришли прививаться в местную больницу. Вот как ситуация в УСах изменилась после начала вакцинации от коронавируса, и какие районы лидеры по прививкам? Вот как бы там ни было, да, но тем не менее у нас есть как бы опыт вакцинирования, ну, соответственно, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения республики, и мы уже четко понимаем, вот действительно антилидером по прививкам по гриппам является Алёкминский район. Очень сильное такое вот общество антипрививочников, да, и они под свои идеи достаточно большое количество вот населения, значит, подбивают. И поэтому тогда, когда я это, в общем-то, выяснила на прямом эфире вечером, то, соответственно, приняла решение утром, значит, пойти и провакцинироваться. Ну, я к своему стыду пришла не в 8, а пришла к половине 9, и меня порадовали, что уже с 8 утра до вас, Ольга Валерьевна, пришло и порядка 10 человек привилось. Поэтому, ну, вот иногда просто такой обычный призыв, когда говоришь, что да, это безопасно, да, он людей тоже сподвигает. Ну и на личном примере просто. Ну, я думала, что в принципе грипп это, ну, наверное, как грипп, как и коронавирус, это будет те прививки, которые нам придется делать постоянно. То есть, ну, такое, скорее всего, вот в моем понимании, это будет некое такое вот в будущем какое-то такое сезонное заболевание. Предполагаю так. А вот на Сахалине предлагали какие-то специальные бэджи делать для вакцинированных граждан, чтобы эти вот бэджи защиты специальные, которые невозможно подделать, давали право ходить без маски. Но потом от этой мысли отказались. А вот интересно, вообще дает ли вакцинация или наличие антител право ходить без маски? В Российской Федерации введен, на территории Российской Федерации введен масочный режим. Его никто не отменял ни для каких категорий граждан. Вот просто не отменял, и все, да, хотим мы этого или не хотим. Вакцинированные, переболевшие и так далее. Маска нужна для того, чтобы была защита на противостоять вирусу. А есть у нас в республике план А и план Б насчет 4-й волны? А вот что касается планов А и плана 3-й, Б, 4-й. да, вот, на каждую волну есть 3 варианта, А, Б и В. А, Б и В. Да, на каждую волну есть 3 варианта. По варианту А мы идем тогда, когда непосредственно уровень заболеваемости одного. Значит, всем кажется, что власти совершают какие-то там хаотичные действия, нелогичные совершенно, ничем не объяснимые, значит, и так далее. Вот мы как поднимаемся постепенно и понимаем примерно, что у нас может быть попасть под ограничения в зависимости от наших территориальных особенностей, мы также и спускаемся. Да, то есть вот мы точно так же Б, В и А мы к ним спускаемся. А очень многие мне говорили о том, что
неужели власти, значит, не видят и не могут организовать вакцинацию? У нас очень четко организована вакцинация. Вначале мы взяли в зону вакцинации, как вы помните, медицинских работников и Они работников первые образования. получили? Они Да. были первые. Нам важно было это сохранить. Затем пожилых граждан и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. И только тогда, когда мы уже поняли, что мы готовы, и достаточное количество вакцины в республику поступило, глава республики объявил массовую вакцинацию. И сегодня, и уже который раз, я призываю прийти на наши вакцинальные участки. Это действительно способ защиты, потому что выбор у нас небольшой. Нам нужно либо вакцинироваться, либо нам придется принимать, или вот идти, да, сейчас же тоже звучат, есть группы граждан, которые говорят, давайте там закроем что-нибудь, да, давайте там, вот почему до сих пор там не закрыли детские сады или еще что-то. Ну, во-первых, потому что мы четко понимаем, что есть там определенная защита. В новых условиях нужно продолжать жить. 1 миллиард рублей планируется выделить из резервного фонда республики на борьбу с коронавирусом в 2021 текущем году. На какие цели направить эти средства? У нас глава республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев, первая мера, которая была им проведена, это мера, направленная на поддержку тех медицинских работников, которые работают у нас в борьбе с коронавирусом. При этом, в отличие от многих субъектов Российской Федерации, субъекты, которые подлежат поддержке именно по региональным выплатам, у нас значительно расширен. И поэтому сегодня эти прежде всего деньги идут на региональные доплаты, и есть в республике необходимость в приобретении постоянным дорогостоящих лекарств, которые также поступают из резервного фонда республики. А на поддержку здравоохранения в Якутии направят 9 миллиардов рублей. Это тоже беспрецедентная сумма. Что изменится в жизни Уже якутян от изменяется. этого? Да, вот мы хотим или не хотим, кажется нам это или нет, но даже за прошлый год количество нового оборудования во многих ЛУСах у нас изменилось. Да? Уже люди видят, у нас мы ввели в прошлом году больницу в Верхоянском ЛУСе, например, да, в селе Батагай. Ее невозможно не заметить. В наших крупных центрах появились новые аппараты компьютерной томографии. Да? Мы сегодня открыли новые лаборатории. Это дает и быстроту как выявления и работы по любому заболеванию. Да? И нужно обратить внимание на тот факт, что в этом году мы заложим стройку 5 новых больниц в ЛУСах республики. Это и Чурапчинский, это и Осьмайский, это и Татинский. Достаточно долго там спорили, каким должен быть проект, с какой стороны должны быть двери. Но, тем не менее, мы нашли это и Момский УЛУС, выход, значит, из ситуации. И это достройка больницы в Вилюйском УЛУСе. Почему я делаю на этом акцент? Я делаю на этом акцент только хотя бы потому, что ведь такого масштабного строительства именно объектов здравоохранения на уровне первичного звена в республике не было. То есть, может быть, там некоторое время строилась 1-2 больницы. А сейчас это вот такой вот четкий комплекс, и, соответственно, он должен получить и дальше развитие по программе модернизации здравоохранения. За прошлый год мы открыли 21 фельдшерско-акушерский пункт. И я думаю, что и дальше мы их будем продолжать открывать. Распространение COVID-19 повлияло негативно на экономику регионов. Вот как изменились доходы якутян? Вы знаете, конечно, они так же, как и во всем мире, да, несмотря на какие-то определенные средние статистические данные по доходам, я не могу сказать о том, что доходы якутян, которые потеряли работу, или бизнес, который был приостановлен, они там улучшились и остались на прежнем уровне. Я слукавлю. Обеспечить это, безусловно, практически не удалось. Да, средние доходы, как общий по больнице, он остался без изменений. Но все-таки есть у нас группы категорий граждан, доходы которых уменьшились. Обязательно ли вакцинация студентов, что спрашивают на горячей линии, что не допускают к экзаменам? Вы знаете, студенты, они сегодня ведь перед тем, как принимать решение, да, нужно вакцинироваться студенту или нет, если он достиг 18 лет, то он должен в будущем ответить себе на один вопрос. Да? Что я буду делать летом? Да? И если я поеду к своему бабушке или дедушке,
А не заражу ли я его случайно? Или я буду сидеть дома, закрывшись. Да, или я буду сидеть дома, закрывшись, да, или же непосредственно я позволю себе после этого самого где-то там путешествия по всей России, потому что я буду защищен. Ольга Валерьевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам. Спасибо, что стали гостьей. Можно говорить бесконечно, мне кажется. Обычно тема вакцинации вообще привлекает большое внимание и собирает многочисленные вопросы. Благодарим зрителей за интерес к эфиру, а вас за четкие, ясные ответы. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.